Россия начинает бомбить Сирию. Кто в прицелах пилотов, террористы или оппозиция? Горячие споры заглушают собой громкие взрывы. Нью-Йоркская дуэль Путина и Обамы. Юбилейная Генассамблея ООН становится рингом для мировых лидеров. Выжженные души, сломанные судьбы. Война, которая режет по-живому. Если меня завтра не станет, то это нормально. Нету разрыва между жизнью и смертью. Настоящий церковный детектив. Смена настоятеля одного из храмов Праги получает политическое продолжение. Вера или деньги? Как и 1000 лет назад, каждый выбирает свое. Это неделя, 7 дней нашей жизни в одной программе. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Взрывы российских бомб в Сирии отдаются эхом по всему миру. Все начинается в среду, когда Совет Федерации утром единогласно разрешает использовать российские войска за рубежом, а уже днем гремят первые удары. Бомбардировка продолжается и на неделе. Официально цель Верхней палаты парламента – помощь президенту Сирии в борьбе с террористами Исламского государства, о чем лично Башар Асад просит Москву. В мире же растут опасения. Владимир Путин может преследовать и другую цель – борьбу с сирийской оппозицией, которую поддерживают США. Пресс-секретарь Белого дома говорит о, цитата, «неразборчивых военных действиях России против оппозиции». Москва все обвинения отвергает. Министр обороны Сергей Шойгу настаивает, удары наносятся исключительно по военной технике, узлам связи и складам террористов. Речь только о воздушной операции. Ввод наземных сил не предусмотрен. Заявляя это, глава администрации президента Сергей Иванов наносит политический удар по западным партнерам. С терроризмом, конечно, бороться надо. Надо объединять международные усилия. И в этой связи, опять-таки, принципиальное различие в нашем подходе и в подходе наших западных партнеров заключается в том, что они не соблюдают международное право, а мы соблюдаем. И как ответ на эту формулу «они-мы» приходят сообщения некоторых агентств и газет. В результате авиаударов есть жертвы среди мирного населения. Москва эту информацию называет вбросом. Правда, обвинение усугубляет и заявление постпреда Саудовской Аравии в ООН. В интервью Рейтер дипломат говорит, первые удары Россия наносит по территориям, где нет боевиков ИГ. В общем, это была неделя политической аналитики и прогнозов. Своим мнением с нашей программой делится обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Путина должен вдохновлять пример Сталина. Участие СССР в войне Запада с мировым злом нацизма позволило после победы сохранить в составе Советского Союза 3 оккупированные страны Балтии, часть Финляндии и взять под контроль Восточную Европу. За воздушные удары по террористам ИГИЛ Кремль рассчитывает получить от Запада, если не снятие санкций, то их смягчение. Продолжится и приручение западных демократий к тому, что Крым является де-факто российским. Впрочем, пока это все рассуждения, хотя, судя по газетным заголовкам, журналисты в своих выводах и прогнозах уверены. Листаем прессу. Сирийский гамбит России может изменить ход войны, пишет «Гардиан», однако в газете подчеркивают, российское военное присутствие лишь подливает масло в огонь, если Москва не повлияет на режим Асада и не заставит Дамаск приступить к реформам. Wall Street Journal, в свою очередь, пишет, что несколько крупнейших ВВС мира одновременно проводят военные операции в небе над Сирией, никак не координируя свои действия. Путин всех переиграл, считает Financial Times. Газета собрала ключевые моменты в российской внешней политике за последние полгода. Пощечиной Западу называет действия России немецкое издание Die Welt, в то время как Guardian подчеркивает, политика Путина в Сирии зеркально противоположна действиям Обамы. Впрочем, сколько зеркал, столько отражений. Именно такой титр можно поставить под заявлениями и встречами юбилейной 70-й Генассамблеи ООН. Война в Сирии, пожалуй, самая обсуждаемая тема. И наибольший интерес вызывают речи в Нью-Йорке Путина и Обамы. Их акценты различны, как и намеки, кто именно и в чем виноват. Мы расскажем обо всем кратко и понятно. Дарья Соловьева. Президент Обама в своей 45-минутной речи затрагивает все основные темы современного мира. От борьбы с эпидемиями до урегулирования конфликта в Сирии. Значительную часть выступления президент посвящает России и Украине. Осуждает аннексию Крыма и поддержку России агрессии на Донбассе.
Мы осознаем глубокую и сложную историю отношений между Россией и Украиной, но мы не можем оставаться в стороне, когда возмутительным образом нарушаются суверенитет и территориальная целостность страны. Если в случае с Украиной это останется для России без последствий, это сможет произойти с любой из стран, представители которых здесь сегодня собрались. Вот на чем основаны санкции, которые США и наши партнеры ввели в отношении России. Это не желание вернуться к холодной войне. Затрагивает Обама и сирийский вопрос. Башара Асада называет тираном, который уничтожает собственный народ, а ситуацию в Сирии не внутренней проблемой страны, а проблемой всего мира. Военной силы для урегулирования конфликта в Сирии, утверждает Барак Обама, недостаточно. Президент Путин высказывает кардинально противоположную точку зрения. Асад – президент легитимный, и ООН должна поддержать его политику по наведению порядка в стране. И только система многополярного мира может этот мир гарантировать. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно лицом к лицу сражается с террором. Надо, наконец, признать, что кроме правительственных войск президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями, реально никто не борется. Под эгидой ООН Путин предлагает создать международную коалицию для борьбы с исламским государством. Интересы России в Сирии понятны. Это влияние в регионе и единственный выход к Средиземному морю через российскую военно-морскую базу, а также дверь на Ближний Восток. На выступлении Путин очень аккуратен в формулировках. Ни разу напрямую не приводит название страны, которая, как он заявляет, делает мир однополярным, занимается экспортом революции и с помощью санкций намеревается устранить главного конкурента в лице России. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе. По Украине Путин высказывается коротко, призывает соблюдать Минские соглашения и учитывать интересы жителей Донбасса. Этот призыв украинской делегации остается неуслышанным. Всем составом она покидает зал Генассамблеи. Украинским свидетелем выступления Путина остается лишь иссеченный осколками национальный флаг, привезенный из Иловайска. Впрочем, по словам президента России, отсутствие Порошенко, как видимый флаг, он не заметил. Стоит отметить, ранее речь украинского президента проигнорировала российская делегация. Выступление двух лидеров становится самой обсуждаемой темой всех мировых СМИ. Словами «хотим» и «предлагаем» можно кратко обозначить настроение двух президентов. Эту разницу в геополитических подходах замечают аналитики и журналисты из многих стран. Влад и БАМ провели бой за Сирию. Два президента в боксерских перчатках. Так речи президентов увидели в Нью-Йорк Пост. Дипломатический покер. Оценка The New York Times. Немецкий Шпигель называет произошедшее дуэлью на трибуне. Главный вопрос теперь – кто выйдет победителем? Целая неделя за полчаса. Сергей Дорофеев. Продолжаем. Доигрались до церковного Майдана в центре Европы. Бандеровское паство, наглый тон провокаторов. Все это цитаты из различных прокремлевских интернет-статей. Цитаты о событиях в Чехии, развернувшихся вокруг крупного православного прихода Праги Ольшанского. Это настоящий церковный детектив. Подробности через несколько минут, а прямо сейчас выжженные души. Война, которая режет по-живому, оставляя шрамы. Новый документальный фильм «Шов. Психолог на войне» об участниках боевых действий на Донбассе набирает тысячи просмотров в интернете. Его главный герой – украинский психолог, офицер-разведчик Олег Бернихин. Ты можешь рассказать какую-то короткую ситуацию, где ты почувствовал, что ты изменился? Один из бойцов стрелял в него прямо в упор из пулемета Калашникова прямо в голову. Я увидел, как отлетело полголовы у человека. Автор фильма Игорь Померанцев, журналист «Радио Свобода», писатель, специально летит в прифронтовой Харьков, где вместе со своими украинскими коллегами, слушая исповедь бойцов, проживает все ужасы войны. Это другое отношение к смерти, потому что был близко неоднократно возле нее. Если меня завтра не станет, то это нормально. Нет разрыва между жизнью и смертью.
С Игорем Померанцевым мы встречаемся на неделе, говорим о том, как снимался фильм, о ранах, что зарубцуются, о швах, которые затянутся, и о боли. Она останется. Здравствуйте, Игорь Яковлевич. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Главный вопрос и у меня, и наверняка у зрителей. Почему вы решили снять фильм о военных психологах? Для вас это способ получить очередную порцию информации о войне на Донбассе или понять войну как таковую? Несколько причин. Я имею прямое отношение к Украине. Я вырос в Черновцах, я жил в Киеве. Мой сын родился в Киеве. Я отношусь к событиям эмоционально. Я бы даже сказал, может быть, и воспаленно. Для меня эта война просто проходит по моему сердцу. Например, мы снимали в госпитале военном. И вот я тогда впервые подумал, что все-таки вот искусство, культура, она погружает как-то так воровито свою руку в открытую рану. В фильме есть фрагменты, которые, я признаюсь, лично пересматривал несколько раз, и один из таких фрагментов я хочу показать. Это когда военный психолог говорит, что он делает, когда вспоминает о своей семье. Давайте посмотрим. Кадр такой, значит, где из гильз, которые еще раскаленные, еще фиолетовые, выложено «Я тебя люблю». Я своей жене сфотографировал, а отослать не смог. То есть что получается? Тот, кто еще вчера думал, что вот он видит свою жену, своих детей, проводит с ними время, засыпает вместе, и так будет всегда, сегодня он понимает, что нет, у него фактически новая жизнь началась. И это ломает людей, это меняет их, это полностью форматирует всю повестку дня. А вас лично вопрос. Когда вы вернулись домой в Прагу, вспомните, что первое было, что вы сказали своим родным? Вы знаете, так случилось по стечению обстоятельств, что я встретил в Харькове своего сына. Для меня это было большое событие. Я понял, что мы с сыном участвуем в войне и что мы на одной стороне. Благодаря этому фильму я еще острее понял, что война — это не просто убийство, это не просто стрельба. Война еще, она сносит голову, происходит колоссальная инфляция ценностей, человеческая жизнь превращается в ноль. И это меняет психологию человека, особенно человека, который побывал на передовой, который видел своими глазами смерть. В фильме психолог говорит, что война приводит к онемению чувств, причем констатирует это как врач, как вот факт неоспоримый. Давайте посмотрим фрагмент. Я увидел выползающего человека из посадки, который только что и шел, смеялся рядом. Он выползал, он был весь в крови, у него с рта шла кровь, у него было отверстие от осколка ниже носа. И человек теряет в этот момент на моих глазах сознание. Ни чувства жалости, ни чувства какого-то вот желания его, что-то ему срочно сделать, чтобы его помочь. Вот абсолютное холоднокровие, как онемение. Вот. Понимаю. И вот с этим онемением бойцы возвращаются домой. В Украине, по вашим ощущениям, для них какая-то есть системная реабилитация или нет? К сожалению, должен констатировать, что вот психологи, с которыми я говорил, это просто герои-одиночки. Это их личный выбор. Но, видите, Украина – это такая культура, где общество играет гораздо большую роль и серьезную роль, нежели государство. Поэтому в Украине вся надежда на волонтеров. Их более 1 миллиона человек. Знаете, их победить невозможно. Я очень благодарен режиссеру Лидии Стародубцевой. Она, кстати, доктор философских наук и кинорежиссер. Я благодарен редактору монтажа Максу Головачеву. И я очень благодарен выдающемуся московскому композитору Александру Бакши, который позволил нам использовать его музыку. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Это уже другая важная тема. На неделе появляются осторожные надежды. Те же военные психологи могут остаться без работы. В Минске переговорная группа от Украины и непризнанных ДНР, ЛНР парафируют соглашение об отводе вооружений калибром до 100 мм от линии соприкосновения. Полпред так называемой ДНР Денис Пушилин говорит о прекращении войны.
На Восточном фронте разительные перемены. В четверг тихо. Главное условие – отвод начинается после абсолютной тишины на протяжении 2 суток. Каждый новый обстрел сроки создания буферной зоны будет отодвигать. Мирный план состоит из 2 этапов. Первый завершится через 15 дней после полного прекращения огня. Второй продлится 24 дня. Настает время, когда главным оружием на востоке Украины, похоже, становятся стрелки часов. Доигрались до церковного Майдана в центре Европы. Бандеровское паство, наглый тон провокаторов, вновь на Ольшанах очень достойный настоящий русский батюшка. Все это цитаты из различных прокремлевских интернет-статей о событиях в Чехии, развернувшихся вокруг одного из православных приходов Праги, храма Успения Пресвятой Богородицы. Важная деталь: чешская православная церковь автокефальная не подчиняется ни Москве, ни Константинополю. Статьи начинают появляться после решения владыки, архиепископа Пражского и чешских земель Михаила сместить со своего поста настоятеля храма архимандрита Дорофея и назначить на эту должность нового священника. Прихожане выступают против, собирают подписи, просят объяснений. Ответа по сути нет. Тишина. Эта история так и осталась бы историей жизни одного храма, если бы не... Некоторые сайты не начали выходить с шовинистическими материалами, открывая своим читателям страшную тайну. Архимандрит Дорофей родом-то из Западной Украины. Вот вам и Майдан в Праге. Казалось бы, при чем тут происхождение? Среди верующих есть мнение. За этим вопросом легко спрятать нестроение православной церкви Чехии и Словакии или с его помощью подогреть политические конфликты. Вообще, эту историю можно определить как церковный детектив. Звучит нелепо, да, но все происходящее указывает именно на такой жанр. Православный Ольшанский храм, насчитывающий 90-летнюю историю, расположен на территории одноименного кладбища в Праге. Здесь, в частности, захоронены видные деятели российской интеллигенции, эмигрировавшие после революции 1917 года. Год назад настоятелем храма становится архимандрит Дорофей. За это время в церкви появляется система финансового интернет-контроля за пожертвованиями, проводится отопление, наводится порядок в крипте, где захоронены благодетели храма, например, инженер Ипатьев, в доме которого расстреливают царскую семью. Но что самое главное, службы в храме начинают вестись каждый день. Количество прихожан небольшой церкви заметно возрастает. Во время своей последней литургии на Ольшанах отец Дорофей обращается к пастве, стоя на ступенях. Пусть Господь всем вам пошлет милость, любовь и благополучие вашей земной жизни. Простите меня, если я кого-то чем-то обидел за этот последний год. Казалось бы, после таких дел и слов за что смещать отца Дорофея и переводить в другое место? Тем более, что любовь архимандрита взаимная. Подписи в защиту своего настоятеля собирают почти 600 верующих. Ответ на этот вопрос церковное руководство хранит в тайне. В одну из пятничных литургий, когда было не так много людей на службе, после причастия вышел к пастве владыка Михаил и объявил, что он снимает отца Дорофея из настоятелей. Это заявление было настолько скоропалительным, настолько неожиданным, что прозвучало как гром среди ясного неба. Он не назвал конкретной причины. В этот же день я написала письмо, отправила имейл на адрес владыки Михаила, где просила объяснить. Значит, в ответ на свое письмо я получила на свой имейл с имейла владыки Михаила некую ссылку. Это была ссылка на очень странный ресурс националистического толка. Я подумала, если это и есть официальный ответ владыки Михаила, то наши дела плохи. А если это недоразумение, то почему с этим недоразумением до конца никто не разобрался? Мы зашли по этой ссылке. Сайт называется «Русские новости» ru-news.ru. Среди прочих, здесь материалы о деяниях, цитата, «Киевской хунты», о том, как бойцы украинского полка «Азов» заживо сожгли на кресте ополченца Новороссии и другие. После таких заголовков статья о смене настоятеля, о принадлежности к правому сектору одного из коллег-священников отца Дорофея уже мало чем удивляет. За пояснениями мы обратились к самому владыке Михаилу. Кстати, его фотография также по этому адресу. Комментарии автора к ней исключительно хвалебные, как и текст к фото нового настоятеля храма. Начали разбираться. Все объективно. С одной стороны прихожане, с другой стороны церковное руководство. Мы отправили журналистский запрос архиепископу Михаилу с просьбой разъяснить причины спешного перевода отца Дорофея и объяснить, что это был за линк, отправленный прихожанам.
Владыка нам ответил. Написал, что все имейлы, ответы на вопросы он лично проверяет и благословляет, часто подписывает и ставит печать. Вот здесь она есть. Но вот что касается вопросов об отце Дорофее, ответы именно с этим линком он не благословлял, я читаю перевод, и ни в коем случае не просил это рассылать, что с содержанием этой статьи на сайте он себя не отождествляет, что произошла обидная ошибка. То есть, получается, кто-то тайком пишет от имени архипастыря? Чем дальше, тем больше в этом детективе вопросов. Удивляет прихожан, например, и то, почему в Чехии, где церковь не отделена от государства, глядя на все происходящее, власти молчат. Возможно, не все знают, что в Чехии священник является государственным служащим. Он получает зарплату в Министерстве культуры. Тем непонятнее для нас то бездействие, которое абсолютно... Мы не видим ничего происходящего со стороны чешского государства. Среди верующих есть мнение, вся история с храмом – результат внутренних нестроений в руководстве современной православной церкви Чехии и Словакии, где простому человеку порой невозможно разобраться, кто прав, а кто виноват. Известный чешский режиссер-документалист Мария Кабошева на протяжении долгого времени староста Ольшанской церкви. Сейчас, по ее словам, новонастоятель с ней не общается. Меня выбрал приходской совет за своего старосту единогласно в мае этого года, да? Но новый директор епархии и новый настоятель храма меня почему-то старостом уже не считает. Мы видим, что есть некоторые священники, которые просто не делают свою службу так, как положено, а смотрят на то, сколько они получат денег, какой богатый приход. Ольшанская церковь – самый богатый приход Праги. А здесь самое интересное, последние 2 года идет борьба именно за деньги, которые будут получены от чешского государства. Но владыка Михаил нам ответил на наш запрос, что он всегда руководствовался правилами и уставом церкви. Настоятеля прихода можно сменить только тогда, когда есть соответствующее решение приходского совета, прихожан и епархиального совета, согласно подзаконному акту. Никакого решения совместного не было, есть только решение одного человека, архиепископа. Мария, но владыка нам написал, что решил сместить отца Дорофея по причине большого числа жалоб со стороны верующих и государства. Правда, вот каких именно жалоб он так и не написал. Мы никакую жалобу не видели, потому что все жалобы, которые приходили, я открывала как огромнейшие клеветы. Да. Скажите, на службу в Ольшанский храм, как раньше, так и при отце Дорофее, приходили представители всех национальностей, и чехи, и русские, и белорусы, и украинцы. Когда-то возникали споры на национальной почве? И я не помню, чтобы там были когда-то какие-то споры на национальной почве. Сам архимандрит Дорофей сейчас служит в храме в Бероуне, что недалеко от Праги. Вот фотографии из социальных сетей. Интервью давать отказывается, говорит, его разговор – это молитва. Место дальнейшего служения смещенного настоятеля и церковную судьбу архиепископа может определить высший орган – епархиальное собрание. Однако дату его проведения недавно перенесли на неопределенное время. В детективах часто встречается подобный финал. Его еще называют открытым. Такое бывает, например, когда автор детектива готовит продолжение своей истории. Это была целая неделя за полчаса. 7 дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте currenttime.tv, в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали.